Оценить инвестиционный потенциал республики, дать рекомендации по реанимированию или увеличению объема производства на крупных промышленных объектах. Делегация федеральных министерств приехала в Ингушетию с такой целью. Предприятия, которые потенциально могут производить продукцию, тем самым пополнять бюджет республики и создать сотни новых рабочих мест, выбраны самим регионом. Возглавляющий делегацию Игорь Храновский отметил, что Ингушетия, как и другие субъекты округа, обладает большим потенциалом для развития экономики. Созданная комиссия по раскрытию инвестиционного потенциала на самом деле призвана, и хочу это отдельно подчеркнуть, не инспектировать субъекты, инспектировать там органы власти или отдельно взятые предприятия, а все-таки провести определенный, если можно так сказать, мозговой штурм над той работой, которую возможно провести по диверсификации предприятий, по возможности придания им новой какой-то сущности и перезапуска. То есть, если они простаивающие, или увеличение загрузки, если эта загрузка, скажем так, неполная, но и иные формы, скажем так, такой помощи, если можно высказаться, которую надо выработать совместно с инициаторами, собственниками предприятий, или если это муниципальное или региональное имущество, соответственно, вместе с субъектом. Всего в рамках визита делегация из представителей Минэкономразвития, Минпромышленности и торговли России, а также полпредства посетила 5 крупных объектов промышленности. Осмотрев каждый из них, комиссия вынесла рекомендации республики, где расписаны шаги к их реанимированию и выводу на большую производственную мощность. Антенно-мачтовый завод был введен в эксплуатацию в июле 2005 года. Строительство велось в рамках соглашения между правительством республики и российской телевизионной радиовещательной сетью. Первоначальный бюджет проекта – 82 миллиона рублей. Завод не вышел на мощность, которую запланировал. Причина – нехватка средств на реализацию проекта, в том числе на оборотные средства. Очевидно, что предприятие может делать больше, и сложность, на наш взгляд, возникла с тем, что с одной стороны, они могут делать больше, но никакого профайла о себе и номенклатурного перечня, как карточки предприятия, нет. То есть делаем то, что сегодня придумали, или то, что вчера попросили. Вот как бы достаточно хаотичное такое как бы развитие, оно не способствует какой-то системе. Поэтому мы здесь там, для себя такую рекомендацию, наверное, видим, и предприятия попросили совместно с Министерством промышленности вашим, как бы подготовить все-таки профайл предприятия, что они номенклатурно готовы делать, в каких объемах, это немаловажно, все-таки брать на себя вес, который могут потянуть, и контрагенты рынка, которым эта продукция могла бы быть полезна и востребована, и предложить их в подрядные, субподрядные и иные формы восприятия на, естественно, на конкурентной основе, но, как нам кажется, что как минимум за счет снижения логистического плеча рынок Северного Кавказа мог бы быть интересен как бы именно предприятиям, использующим вот эти тяжелые металлоконструкции, которые там могут быть здесь изготовлены без дополнительного привоза извне. Антенно-мачтовый завод изготавливает и производит монтаж телевизионных башен до 100 метров высотой, прочих металлических конструкций и средств связи. Однако вопрос в количестве готовой продукции. Мощность предприятия позволяет делать намного больше, тем более спрос на продукцию будет только расти. Действительно, предприятие уникально своей металлопроизводительностью. Номенклатуру надо расширить, потому что потребление здесь возможных изделий очень большое, начиная там от автоматических ворот, дверей, вот, и оборотку увеличить. Банки наши, я думаю, поддержат, что оборотных средств надо будет этому предприятию, когда они вот увидят новые изделия и новые рынки сбыта. Идея поддерживается и Минпромторгом России. Нужно найти рынок сбыта в целях выхода на проектную мощность. Минпромторгом России стоит задача увеличить долю использования металлоконструкций в качестве несущих при возведении объектов, в том числе социальных, спортивных, инфраструктурных. Поэтому если республика выступает заказчиком ряда объектов, нужно закладывать в проектном решении увеличение доли металлоконструкций, договариваться с предприятиями, растут.
Другое предприятие, которое обсудили на совещании, в отличие от мачтового завода, не работает вообще. КАВ «Доломит», что построен в Джайрахе, должен был добывать и перерабатывать доломитовые известняки, производить строительные материалы и удобрения для сельского хозяйства. Но до производства дело так и не дошло, и на данный момент предприятие простаивает. Требуется первое, это совместно с, видимо, местной Минприродой, уже с Росгеологией, Роснедром все-таки провести определенную оценку запасов полезных ископаемых, что там лежит, сколько лежит, насколько это рентабельные вещи, насколько это трудноизвлекаемые. Второе, уже исходя из результатов этой работы, наверное, нужно составить какой-то номенклатурный перечень ликвидных, можно сказать так, товаров строительной отрасли, которые бы могли быть востребованы при разработке соответствующих месторождений. Дальше классика жанра, что если этот будет сформирован республикой определенный бизнес-план и бизнес, скажем так, модель, что это действительно вы верите в том, что это нужно и важно, тогда уже это форма как раз не только приватизации, но и поиска соответствующего, опять же, инвестора. Республика предлагает выделение субсидий бюджетом субъектов СКФО на проведение анализа и оценки месторождений, лабораторных исследований физико-химических свойств полезных ископаемых, проведение работ по разработке карьеров и строительству транспортной инфраструктуры к ним. Мы готовы предложить крупную компанию, но нужно подробное описание. Это, кстати, интересное предложение, потому что, как вы знаете, что там были вложены ранее средства, но предприятие так и не заработало, и все, что там сейчас находится, все эти дробильные машинки, они в негодном состоянии. 80 миллионов. 80 миллионов затрачено было. Поэтому тут действительно, наверное, мы воспользуемся вашим предложением, мы изучим залежи, насколько это, посмотрим по лицензии, что. Еще один объект, который был построен на федеральные средства, но не был запущен – завод «Гиперпресс» в Галашке. Он построен в 2010 году на реализацию проекта в рамках ФЦП «Юг России». Выделили более 169 миллионов рублей. На заводе планировалось производить до 5 миллионов кирпичей в год. На планах все и закончилось, и крупный промышленный объект пополнил список простаивающих. Предприятие прекратило работу в том же 2010 году. Причиной стала непригодность оборудования для выпуска продукции. Сохранить все-таки пока предприятие в форме ГУПа, Министерству имущественных отношений заключить договор как минимум на средний срок, но не менее 10 лет аренды с потенциальным инициатором или арендатором этого имущества, но с инвестиционными обязательствами, с понятной программой работы на эти 10 лет. Таким образом, будут соблюдены, на наш взгляд, баланс интересов и публичной стороны в лице региона, сохраняющим за собой все-таки право собственности и контроля за исполнением обязательств, и инвестор, который будет стремиться к исполнению обязательств для того, чтобы потом стать, скажем так, в приоритетном порядке собственником этой площадки. Мы за последнее время очень много подняли предприятия, которые лежали на боку. Это и швейная фабрика, и наша обувная фабрика, и сельское хозяйство. У нас активно работает экономический совет, который возглавляет глава. Мы открыты для всех инвесторов, поэтому обращение в Министерство экономики с предложением, как вы сказали, по выводу из этой сложной ситуации. Пожалуйста, экономический совет рассматривает, принимает решение. Мало того, мы всем инвесторам даем льготные условия, там порядка 5 льготных условий, начиная от аренды минус 95%, части прибыли. Поэтому мы открыты, с удовольствием примем того, кто нам предложит эту программу. На очереди обсуждение предприятия, на строительство которого было выделено больше денежных средств, чем за все остальные вместе взятые. Технопарк Сердало должен был стать настоящим прорывом для региона. Планы на его счет строились грандиозные. Налоговые отчисления ожидались многомиллионные. Он должен был стать якорным проектом импортозамещения. Но сейчас производство законсервировано. Идея была неплохая, вместе с тем, шефство, которое должно было быть оказано по линии Ростеха, оно действовало недолго, была подписана соответствующая дорожная карта, и Уральский оптико-механический завод это шефство оказывал, но впоследствии и концерн Шваба, и ГК Ростех, скажем так, от этого отказались. Передача
в периметр Ростеха не состоялось. Ну и, в общем-то, мы имеем то, что имеем. То есть загрузить предприятие и обеспечить его там работу республика, к сожалению, не смогла. И, в общем-то, сейчас, как я понимаю, есть определенные планы по предприятию, если можно, как оно было в повестке. Ну, предприятие уникальное, на самом деле. Оно рассчитано на космические технологии по выпуску тонких паст. Это заменяет резисторы, транзисторы, ПН-переходы. Но, к сожалению, его мощность была рассчитана на 200 тонн, а в России вся потребность 20 тонн. И что это такое, с чем едят, никто не знает. Шваба успешно отказалась, 1 200 000 вложено в это предприятие, 10 000 квадратных метров. Земля, своя вода, своя электроэнергия, в общем, все уникальное предприятие. Начало выпускать светильники, но светильники оказались дороже, поэтому не смогли конкурировать на рынке светильников против китайских. Ну и потихонечку свернули производство. Значит, мы вышли на инвесторов потенциальных, LED Group. Это большое предприятие Санкт-Петербург, которое работает, оснащает Красную Армию, значит, железнодорожные все вагоны и выпускает специальные уличные светильники. Эта организация будет здесь налаживать выпуск своего профиля, светильники для вагонов, Поэтому у нас сейчас с ними подписан договор о намерениях, были угловые, значит, мы до конца года должны его реализовать. Строительство объекта осуществлялось в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие республики». Проектная мощность предприятия составляет светильников 300 000 штук в год и филаментных ламп 400 000 штук в год. Завод не вышел на запланированные объемы выпуска продукции в связи с неполной поставкой оборудования. Часть техники по производству паст для толстых пленок не была поставлена. Частично не смонтировано поставленное оборудование. Пусконаладка также не проводилась. Не было обучения персонала согласно госконтракту. А с пастами? С пастами настолько сложные технологии, мы обращались во все институты. Ни один институт нам не смог дать заключение, объяснить, а как же этот завод будет работать. Представляете, уникальное оборудование. Как вот его привезли на станке, оно так стоит до сих пор. Я не знаю, какой уже год. Стоимость 15 миллионов долларов вот этого. Вот это 10 миллионов долларов. Только тех долларов. Да, я просто почему задал вопрос, потому что я больше к Минпромторгу, потому что там оборудование, которое сегодня завести невозможно. Да. Оно до сих пор уникальное, не распакованное, оно новое. Я просто прошу, наверное, номенклатуру. Оно было на самом деле дополнением к заводу, да, то есть оно там есть несколько линий как бы по светильникам, а паста это как бы отдельная тема, и он вполне себе может быть там, если уж там не продан, то как минимум есть такие схемы, как договор толлинга. Допустим, использование оборудования для своих целей с оплатой этого, скажем так, использования. Поэтому я бы на месте Минпромторга сейчас бы изучил бы тему того, что там есть, потому что это то, чего нет в стране нигде. И там ряд сотрудников Минпромторга в те годы, которые и Росэлектронику возглавляли, и там Минпромторги занимались этими вопросами, очень активно участвовали во взаимодействии, включая со Швейцарией, насколько я помню, и другими европейскими странами, использование этого оборудования, но только в целях европейских стран. Дальнейшее развитие завода требует решения выявленных проблем. В частности, необходимо произвести ремонт производственного цеха, построить новое административное здание. Выделение средств из регионального бюджета на эти цели не является возможным. В этой связи правительство республики рассматривает возможность привлечения средств федерального бюджета в рамках мер поддержки создания индустриальных парков и технопарков. Зелимхан Калоев, Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Сулейман Костоев. Новости 24.